Ну вот в предыдущем, Шалбан, вот подобные переводы, конечно, мне помогли познать, на каких территориях Мидии проживали племена, относящиеся к матианам. Впоследствии нохчматианам, или, как скажем, дзурзуки. Обозначил племена, что жили в междуречии Аракса и Куры, например, это Кура-Аракская пойма, шкудами. Геродот не ошибся. Шкуды, то есть Шикаду, то есть две земли обозначены. Речь здесь идет о двух землях, обозначенных ассирийцами как Зама, северная часть Мидии, и Мазама, южная. Понимаете? Общее название которой стало Манна или Имандей. Еще в 8 веке до нашей эры ассирийских ичан. Имандолодей, Иман. Именно эту часть земли греки и называли Скифией. Греки. Шикада, Шкуды, впоследствии которой стало Скифы. Сегодня многие ученые стараются стереть вот это слово Скифы. Это народ исчезло. Как это может исчезнуть народ без последствий, без потомков своих? Ведь скифы, сарматы, савруматы, язаматы, харматы единородные пишут все. Например, Палаццо говорит, страна называлась Албанией, а племена аланами, то есть более 300 племен. Ал, куда входит более 300 племен. Гекатей пишет, что в Северной Армении и в Малой Азии живут халибы. Представьте себе, между Курой и Араксой халибы, и в Северной Армении даже живут халибы. У них есть город Стамьелле, то есть толстым стал. Гомер говорит об отдаленной стране алибов, место рождения серебра. То есть это уже 7 век. Это поэт, писец, вот, 7 века до нашей. Гезиот не объясняет, где живут халибы, но говорит, что они скифы. Вот тебе, пожалуйста, скифы. Отличительная черта их, передавшая им громкую славу в глазах целого мира, заключалась в том, что они были рудокопами, ковачами, искусные мастера оружия, которых не было подобного в мире вообще. У греков и римлян халопс означает сталь. Греки в одно время отмечают халибов на Верхнем Араксе и на Верхней Куре. Вот смотри, Тувал и Табал. Тувал был ковачем, был и Гефест ковачем. Если Тувал был ковачем всех орудий, меди и железа, то Мешех и Табал продавал медные сосуды. И оба эти имена принадлежат Кавказу. Только Кавказу. Табал – это 5-й сын младшего сына Ясефа, из числа Гомер, Таргим, Мадай, Тувал, Табал, Мешех и так далее. Последний лев. Ковачи халибы одни только обладали тайной закаливанием стали. Это уже говорит Гезиод. Автор 1 века до нашей эры Диодор Сицилийский, хорошо знавший более ранние произведения античных авторов, отмечает, что скифы первоначально занимали территории по реке Аракса и Кури, а затем передвинулись к западу от Танаиса, то есть к Дону. Танаис – это Дон. Геродот 5 века до нашей эры отмечает, что скифы занимали земли между Дунаем, Черным морем и даже Доном. Вот тебе, пожалуйста. Отрывки из Геланика, лесбийского, жившего незадолго до Геродота, переданного нам Стефаном Византийским, преимущественно относятся до северных скифских народов. У Боспора живут синды, севернее меоты и далее. Говорит он о киркетах. Выше их живут мосхи, мешхи, и харматы,
ниже Гениохи, выше Караксы. Вот давайте вот так рассудим. Керкеты у нас есть и по сегодняшний день, но в одно время Мешех, Сарбон говорит, что Мешехом называем был даже весь Кавказский хребет. Плиний говорит, что между Мосхами и Харматами, Харматы и горные, самые горные жители. Хар – это гора, Мата – это место. Живут Дай-Охи. Вот тут надо сказать Дахой. Дай-Хой-Бордуис. Сегодня, если, пусть со мной любой выйдет на спор, Александр Македонский и Дарий I, то есть предки Македонского, и сам Дарий I Асу, сын Суайпа Асуари, был назначенцем вождей Дей. Поэтому Пилип, его Александр Македонский, Пилип, Искандер, его отец Аманта, они были назначенцами. Страбон говорит, что в одно время весь Кавказский хребет от Меотов до Сирии, Шема, называемый был Мешехом. Вот его слова. Хара на египетском гора. Харматы жили по соседству с Мосхами, пожалуйста, месхотинцы или как вот из соседней Грузии. Это, безусловно, горные племена, живущие с незапамятных времен на северо-восточном Кавказе. На сегодняшний день у нас в Чечне сохранились названия как Харама, Харкара, Харчу, Тусхара и так далее. У Гекатея прямо книга такая. Мосхи колхский народ, соседний с матианами, то есть нохчу-матианами. Где колхида, где и матиана. До пределов колхиды Мосхи, Тибарены, Макроны, Масинаки и Мары, то есть Марды. Даже Ксеркс был из Мардов, то есть отсюда. Это законно рожденный сын Дария I, вот, который объединил вокруг себя 49 царей Востока и Азии. Заречье называлось раньше Ибернахи, иберийцы, то есть Хилдьяры, Иберия. Иберия так называлась даже Киликия, Хилека. И все земли Искандура, горы Тавра, Армянское Нагорье и прилегающие земли. Об этом пишет Страбон. Так что мы сегодня можем сказать, Тавры, земли Искандура, Армении, сегодняшние земли Нохчу-Матиане, их было 3 и даже 4 Матиану, то есть Нохчу-Матиана. Судя по Геродоту, матиены жили отчасти у верховья реки Галиса, справа от него и Аракса, прямо отмечено. Отчасти в верховьях Тигра, в западных землях Загроса, то есть Гутия, это гутийские племена Загроса. Вот, все отмечено. Именно в этих местах засвидетельствована хуритская ономастика и топонимия, датируемые 5600 лет назад. Первая известная запись принадлежала вождю Тишаари, земли Уркиша и Навары. И тут я хочу сказать, мы сегодня знаем династии наварских королей Франции. Так что народ на одном месте не стоял. Он двигался по всем направлениям и Европу, Африку и даже достиг до американского континента. Спасибо за внимание. В следующий раз еще подробнее.